С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, а затем. К сожалению, многие из нас обижают своих жен, причиняя им боль запретными связями с женщинами, которые недозволены им. И, к сожалению, дошло валяузу биллях до того, что этим невеждам стало совсем не важно, даже если эти женщины будут замужем. И эти люди попусту тратят свое время на запретное общение с ними, до поздней ночи обмениваясь фотографиями и ненужными разговорами, вызывающими гнев Аллаха. И более того, они умудряются еще и оправдывать себя, возводя ложь на Аллаха. Якобы женщины на то и были созданы, чтобы мы могли любить их. Так знайте же, нечестивцы, наказание Аллаха непременно схватит вас за вашу ложь и клевету, которую вы возводите на своего Господа. Да, Аллах, несомненно, создал их, дабы стать дополнением для вас, но никак не для той мерзкой порочности, которую вы, о беззаконники, преследуете в своих целях. Всевышний Аллах создал их и сделал дополнением, успокоением для своих мужей, чтобы мужья любили их, оберегали и хранили как доверенное. Аллах, Создатель всего и вся, повелевает нам и говорит: «И будьте милосердны к ним, делая их жизнь с вами приятной и счастливой, будьте добры к ним и проявляйте к ним снисхождение. Не обижайте своих жен, ни словом, ни делом не ущемляйте их права, и не поступайте по отношению к ним несправедливо. Воистину, Аллах не любит несправедливых». Аллах не говорит мужчинам о том, чтобы они любили посторонних женщин и поддерживали с ними отношения. Так не возводите же ложь на Аллаха. Воистину, гнев Аллаха будет суровым. Каждый из нас будет умерщвлен, и каждый будет воскрешен в первозданном его виде, и каждый будет спрошен за то, что он совершал. Так будьте же из числа богобоязненных, а не лишенных. За каждое слово, сказанное вами, за каждую букву, что вы написали чужой женщине, вас непременно призовут к ответу. Не обманывайте самих себя, говоря себе о том, что нам дозволено 4 жены. Воистину, вы сможете обмануть себя и тех людей, что вокруг вас, но никак не Аллаха. Аллах же знает обо всем, что спрятано в ваше сердце. Так не забывайте же об этом. Вбейте эти слова в свою голову и бойтесь Аллаха оправдывать свои грехи, ссылаясь на то, что якобы женщинам все запрещено, а мужчинам же дозволено. Клянусь Аллахом, это ложь. Кто вам дозволил это? Где, в каком аяте или в сунне вы нашли вседозволенность мужчин, в то время, когда Аллах и Его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, запрещают даже взгляд на постороннюю вам женщину? Так где вы это нашли? Да простит нас Аллах, но наше невежество дошло уже до такого уровня, что когда родителям говорят, просят применить меры по отношению к своим сыновьям относительно их порочности, так они же умудряются оправдывать их, ссылаясь на то, что он ведь мужчина. Да наставит нас Аллах на истину. Вы этими словами ввергаете своих детей в ад. Ваши безумные оправдания вселяют в них вседозволенность ко всему запретному. И вы, и подобные вам родители, открывают пути для своих сыновей, тем самым губя их жизнь и в дуня, и в ахира. Так не дозволяйте же им харам, не ищите оправданий, приводя в пример дозволенность многоженства. А тем из вас, кто годами ведут эти отношения, диалоги, встречи, переписки с чужими сестрами, якобы мы общаемся для никяха, так не обманывайте же себя и других. Тот, кто правдив в своих делах и помыслах, берет и делает все это, а не губит жизнь свою и чужую. Вы преследуете лишь цель похоти, и будь на то возможность и воля, то вы бы только этим бы и занимались, совращая и разбивая чужие жизни. Но Аллаха не обмануть. Запомните это. Никто и никогда не сможет обмануть Аллаха, ведь Он знает абсолютно каждую мысль ваших сердец, что вы скрыли глубоко от других. Но ничто не скроется от Аллаха, свят Он и возвышен. И никогда не забывайте об этом. О мои братья и сестры, которые поражены подобным недугом, о те из вас, которые погрязли в этой фитне, я призываю вас вернуться к Аллаху, призываю вас к покаянию и оставлению всего этого. Вернитесь к Аллаху до того, пока Аллах не забрал вас к себе посредством смерти. Вы оступились, вы сошли с истинного пути и пошли дорога, ведущая в ад, валяузу билля. Аллах заставил вас забыть самих себя,
посредством того, что вы забыли об Аллахе. А тот, кто забыл об Аллахе, тот становится лишенным, а лишенный милости Аллаха теряет всякое благо от Него, обрекая себя на позор и унижение в обоих мирах. И пусть Аллах смилуется над нами и сделает нас из числа богобоязненных и правдивых своих рабов. Аминь.